Сочетание актерской игры и безграничного таланта. Творческие коллективы детской школы искусств в Ардоне стали победителями 7-го международного конкурса «Таланты Евразии». Ребята оказались лучшими сразу в 2 номинациях – в исполнении и игре на народных инструментах. Удивительные по красоте голоса и завораживающая музыка произвели на зрителей неизгладимое впечатление. Лидия Цахилова с подробностями. Ритм задает простой ударный инструмент. Затем в ход идут струнные щипковые – дала-фандыр и кишин-фандыр. Благородный щимт звучит 100 лет назад. Ансамблю осетинских народных инструментов еще нет и полугода. Но под чутким руководством педагога ребята исполняют родные мелодии вполне уверенно. Причем настолько уверенно, что выиграли 7-й международный конкурс «Таланты Евразии» в Нальчике в номинации «Ансамбли народных инструментов». Жюри покорил щимт. Усердные ежедневные репетиции, по словам руководителя Виталия, привели к такому результату. Ансамбль наш уникален тем, что у детей есть возможность обучаться на народных инструментах осетинских на профессиональном уровне. Мы заняли первое место, и плюс нам еще выпала такая честь участвовать на гала-концерте. То есть жюри нас выделили как одни из ярких коллективов. Репетиции у нас проходили достаточно усиленно, учитывая то, что мы занимаемся не так долго. Надо было за короткие сроки успеть подготовиться. Участие в конкурсе оказалось полезным для ребят. Новые знакомства, а также музыкальное исполнение других коллективов дают неоценимый опыт. Хет Актуаев занимается в школе искусств уже 2 года. Победа его вдохновила настолько, что и в дальнейшем хочет связать свою жизнь с музыкой. Я готовился очень усердно. Мне там очень понравилось. Там были участники с разных стран, с разных республик. И вот они показывали свое народное искусство. Вот мы тоже поехали и показали, что мы готовили. Вокальный ансамбль «Мирей» тоже вернулся из Нальчика с золотой медалью. Для конкурса выбрали современную композицию Алексея Ольханского. Творческому ансамблю уже 10 лет. Высокую планку, по словам руководителя, стараются держать, несмотря на то, что за эти годы коллектив обновлялся. Регулярно участвуют в различных конкурсах и фестивалях, чтобы развиваться и совершенствовать мастерство. Нам представилась такая возможность поучаствовать в таком интересном проекте «Таланты Евразии». Этот конкурс имеет международного уровня, и поэтому принимали в нем участие не только представители России, но и другие страны. Было очень интересно наблюдать за всем этим. Наших участников очень вдохновил этот процесс. Было все интересно. 2 победы на престижном конкурсе. Для Ардонской детской школы искусств – показатель того, насколько труд ребят и профессионализм педагогов может покорить вершины музыкального мастерства, к чему и стремятся ребята и коллектив. Лидия Цахилова, Диана Кабалоти. Новости Осетии.